Удмуртская земля. Уникальный исторический центр финно-угорского мира. Только у удмуртов сохранились реликты родовых делений, восходящие к эпохе матриархата. Женщина-мать, основательница рода, его хранительница, была возведена в ранг божества, наделяющего своих потомков счастьем. Вардыны – рожать, оберегать, хранить, и шут – счастье, благополучие. Эти два понятия соединяет удмуртское слово «баршут». Вплоть до XX века каждый удмурт четко осознавал свою принадлежность к родовому объединению – варшуду, имеющему общее происхождение и своего божественного покровителя, к которому обращались с просьбами о хорошем урожае, о здоровье детей и семейном счастье. Обращение сопровождалось ритуальными танцами, пением, игрой на музыкальных инструментах. Идея воссоздать и сохранить элементы исчезающей обрядовой культуры вылились в проект по организации фестиваля финно-угорских народов Приуралья и Поволжья. В 2002 году, выиграв в конкурсе проектов и получив грант Министерства культуры Российской Федерации, фестиваль «Варшут. Святыня рода» начал свою яркую самобытную летопись. — 2002. Первый региональный фестиваль «Варшут» призван возродить исчезающие удмуртские родовые обряды и напевы. 20 фольклорно-этнографических коллективов и отдельных исполнителей открыли существование древнейших пластов музыкально-песенного фольклора, родовые напевы календарного и свадебного обрядов в южных и северных районах Удмуртии и Татарстана, Республики Марий-Эл. Первый «Варшут» стал началом создания республиканской программы сохранения и развития традиционной культуры Удмуртии, направленной на возрождение уникального культурно-исторического потенциала республики и развитие культурного туризма. Год 2004. В центре внимания второго фестиваля финно-угорские музыкальные инструменты и особенности финно-угорской музыки. Вопросы сохранения и развития традиций игры на возрожденных музыкальных инструментах, разработка и внедрение специальных программ обучения в музыкальных образовательных учреждениях стали темой научно-практической конференции в рамках фестиваля «Варшут». Большой хоровод на живописной поляне объединил в 2006 году несколько сотен участников третьего фестиваля «Варшут», посвященного танцевальной культуре народов Поволжья и Приуралья. На территории этнографического музея под открытым небом в Дарвай развернулось фольклорное действо, не имеющего ничего общего с обычными концертными номерами. Этнокомпозиция «Живая деревня» и гала-представление «Вукоем шатом» «Танцы на Мельничной горе» создали настоящий танцевальный диалог культур, который продолжился на традиционной научной конференции фестиваля. Праздник фольклорного танца продолжался в селах и городах республики. Творческие встречи и дружеское общение зрителей с коллективами и гостями фестиваля показали растущий интерес к аутентичной культуре не только у творческой интеллигенции, но и в среде молодежи. «320 человек съехались для участия в 4-м межрегиональном фестивале «Варшут» в июне 2009 года. Обрядовые песни и танцы весенне-летнего календарного цикла. Такова тема нового фольклорного форума. Показательно, что творческие коллективы фестиваля смогли представить свои обрядовые программы на республиканском национальном празднике удмуртского народа Гербер, который традиционно проводится при поддержке и с участием президента Удмуртской республики Александра Александровича Волкова. А в Республиканском доме народного творчества, Доме молодежи, в рамках фестиваля состоялась научно-практическая конференция молодых ученых-фольклористов, которые рассмотрели проблемы традиционной культуры в изменяющемся мире.
7 лет, 4 фестиваля. Варшут стал не только заметным явлением в культурной жизни Удмуртской республики, но и научно-творческой площадкой для ученых, специалистов и народных талантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Сыктывкара, Кургана, Пензы, Астрахани, Липецка, Кировской области, Коми-Пермяцкого края, республик Марий-Эл, Татарстан, Чувашия, Башкортостан, из Финляндии, Эстонии и Венгрии. Некогда региональное мероприятие выросло в международное культурное событие. Но это не самое большое достижение фестиваля. В Варшуте 2009 впервые в составе фольклорно-этнографических коллективов рядом со взрослыми были дети. А это значит, у традиционной народной культуры есть будущее. Современный мир и голос предков. Из глубины веков в песнях, обрядах, танцах, музыке. Уважение и признание вековой мудрости и культурных традиций прапрародителей, сохранение своих корней – великий долг и насущная необходимость каждого поколения, чтобы помнить, чтобы жить. Зов земли родной услышьте, песню рода зачинайте. Эсты, Корела и Ливы, Водь и Жора и Саамы, Эрзя, Мокша, Сум и Ем, Ханты, Манси и Мадьяры, Коми, Пермяки, Зыряне и Удмурты и Мари. Поет старинный удмуртский кресь, призывая потомков древних финно-угров на Варшут беречь святыни своего рода.